Уже к сентябрю условия для обучения студентов топливно-энергетического колледжа качественно изменятся. К этому времени завершат строительство 3 корпусов. Возведение контролируют сотрудники МРСК Северного Кавказа. Эта компания полностью профинансировала процесс. С вводом новых зданий увеличится и количество абитуриентов. Подробнее обо всем Мария Мистоева. Эти старые здания возведены еще в 1976 году, и построены они были для местного совхоза, который раньше находился на этом месте. Сейчас здесь учатся студенты топливно-энергетического колледжа, а это 847 человек, не считая преподавательский состав. Валентина Кузнецова учит ребят основам электротехники уже много лет. Но стесненные условия сильно влияют как на общую атмосферу в классе, так и на усваиваемость знаний. Тяжело, когда маленькие помещения, нам негде практику, допустим, проходить. Всего в колледже обучают по 17 специальностям. Это будущие сварщики, механики, портные, повара и даже парикмахеры. Абдулла Шадиев – студент 2-го курса. Учиться в колледже ему нравится, но, как и Валентина Кузнецова, он считает, что в тесном классе сосредоточиться на уроке довольно сложно. Довольно-таки тесно мы занимаемся. Бывает, что реально не хватает места, приходится сидеть по пару человек за одной партой. Бывают случаи, что мы проводим занятия в тех помещениях, которые, в принципе, не предназначены для обучения студентов. В этом плане очень тесно. А, например, какие помещения? Учительская, допустим. Довольно-таки большое количество времени мы занимались в учительской. Кабинет, помещение для техничек. Чтобы скрыть трещины в старых стенах, руководство колледжа замаскировало фасады жестяными листами. Вид и правда стал лучше, но проблему это не решает. Самая большая у нас проблема была в помещениях, в лабораториях. Оборудование старое, изношенное, часть оборудования самодельная. Но несмотря на это, мы ежегодно выпускали специалистов, трудоустраивали их. Недавно в колледже побывал гендиректор компании Россети Олег Бударкин. Увидев, в каких условиях приходится учиться ребятам, он решил профинансировать строительство 3 новых учебных корпусов. А контролирует ход строительства сотрудники ингушского филиала МРСК. Оказывается всяческое содействие, всяческая поддержка со стороны директора ингушского филиала ПАО МРСК Аушева Артура Магомедовича. То есть мы постоянно на связи, и директор колледжа Мустафа Ацуров, и все вопросы, которые возникают, мы решаем совместно. В дальнейшем мы планируем вести тоже сотрудничество с выпускниками этого колледжа, в меру своих возможностей оказывать содействие. В одном корпусе будут мастерские, полностью оборудованы необходимой техникой. Второй отведен под административные помещения, а в 3-м будут учебные классы. Строительство этих зданий, в которое вложено уже 80 миллионов рублей, началось в конце прошлого года и по плану должно закончиться в этом сентябре. В данном этапе идет устройство опаловки и армирования стен учебного корпуса. В дальнейшем ожидаем в течение нескольких дней бетонирования стен. И в дальнейшем уже будем возводить стены. Топливно-энергетический колледж единственный в нашей республике, выпускающий специалистов для энергетической отрасли. Здесь же проходит переподготовку и повышение квалификации сотрудники МРСК Северного Кавказа. После расширения колледж сможет принимать больше учеников, а значит увеличится выпуск специалистов по всем специальностям. Мария Мистоева, Гапур Чехкиев, Новости 24.